Write down, please. Exercise number 3, page 74. Open your books. Тесные кабинеты, сырость и переполненные классы. Зданию старой 22-й Ачулкинской школы больше 65 лет. За этими партами успели посидеть не только родители, но и бабушки с дедушками нынешних учеников. Гардеробная прямо в коридоре, слабое отопление. А учительскую, в которую не помещается больше 2 стульев, расположили в подсобном помещении. Школа основана в 1957 году, и это здание не было предназначено для школы. Это бывшее общежитие нефтяников. Очень старое довоенное здание. Условия у нас очень ужасные. Школа переполнена. На 200 посадочных мест у нас в школе обучается 600 детей. Это сильно превышено количество детей. На данный момент в селении Верхние Ачулки функционируют всего 2 старые школы. Чтобы полноценно их разгрузить, необходимо построить сразу несколько общеобразовательных учреждений. В правительстве и Минобре об этой проблеме знают, и в селе уже начато возведение сразу 3 школ. Мы побывали на строительной площадке одной из них. Данная школа строится в рамках регионального проекта «Современная школа», входящего в состав национального проекта образования. Школа рассчитана на 420 посадочных мест. И данную школу до конца текущего года мы планируем сдать уже и ввести в эксплуатацию. Мы рассчитываем, что до конца 2023 года мы полностью ликвидируем именно дефицит, потому что в декабре 2022 года у нас введена еще одна школа в эксплуатацию на территории указанного населенного пункта на 720 мест. Также до конца этого года мы должны ввести вот эту школу, на 420 мест. И еще до конца текущего года, где-то в июле месяце текущего года, мы должны ввести в эксплуатацию еще одну школу в сельском поселении Верхние Ачулки на 720 мест. И в принципе этого достаточно даже с учетом демографического прироста. Если строители уложатся в сроки, то в тесноте местные школьники получают знания последний год. И уже в 2024 году на территории этого поселения будет 5 полноценно функционирующих учебных заведений. Несмотря на холодные февральские дни, рабочие трудятся на объекте без выходных. Подвальные помещения полностью, перегородки, вся уже завершенные, даже сделана штукатурка, все. Первый этаж, как вы видите, полностью. Перегородки, все застроено. Сейчас должны приступить на 2-й этаж, полностью перегородки, все отделочные полностью должны заниматься. И должны поставить полностью облицовочные рабочие бригады. Должны вот на днях выйти 2 бригады каменщиков. И они будут полностью строить облицовочные. Сейчас на строительном объекте трудятся 35 человек. Школа будет рассчитана на 420 ученических мест, 3 этажа и 3 корпуса здания. Как и положено по современным стандартам, здесь будет все необходимое для учителей и учеников школы. Спортивные и актовые залы, светлые классы, лаборатории и большая столовая. Вот здесь будет главный вход, вот это. Здесь витраж, вот это фойе будет вот здесь. Мы сейчас в настоящее время у нас заканчиваем работы 3-го этажа. Вот здесь мы, вот этот 1-й этаж, 2-й этаж мы уже бетонные работы закончили, ригеля, балки, колонны. Находимся теперь на 3-м этаже. Строим. Уже начали бетонные работы. На 1-м этаже будет находиться раздевалки для учащихся, санузлы. А на 2-м этаже будут учебные классы. Учебные классы. На 3-м этаже здания будет находиться администрация школы. Сдача объекта запланирована на декабрь 2023 года. Но строители планируют ускорить этот процесс и открыть двери новой школы уже в сентябре этого года. Таким образом, сделав подарок местной ребятне ко Дню знаний. Зарема Ивлоева, Адам Далаков, Новости 24.